уважаемые слушатели, значит, вашему вниманию я хочу представить тему «Жизнь после инсульта». В мире ежедневно, значит, регистрируется около 15 миллионов инсультов. Что такое инсульт? Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения с развитием симптомов поражения центральной нервной системы. Значит, есть такие виды инсульта, это как кровоизлияние в мозг, геморрагический инсульт, который составляет около 20%, и, значит, инфаркты или ишемический инсульт около 80%. Также подразделяются на субарахноидальное кровоизлияние, имеются приходящие нарушения мозгового кровообращения, транзиторные ишемические атаки, так называемые инсульты, которые проходят в течение 12 часов. Вот кровоизлияние в мозг, геморрагический инсульт. Причины – это разрыв мозгового сосуда. В результате резкого повышения артериального давления происходит разрыв мозгового сосуда и разрыв аневризмы, значит, патологическое выпячивание стенки сосуда. Что такое разрыв сосуда? Почему он возникает? Значит, разрыв сосуда возникает из-за того, что сосудистая стенка склерозируется. Значит, в норме есть у нас гладкомышечные клетки, которые при повышенном давлении происходит, значит, улучшает проводимость колебаний, а здесь у нас склерозированные сосуды, они становятся уже истончаются, значит, становятся тонкими и не могут отражать колебательные, значит, волны, и происходит разрыв. И разрывается, и происходит у нас вытекание крови из сосуда, мозговые оболочки, значит, что приводит к геморрагическому инсульту, головной мозг. И также разрывы аневризмы. Аневризмы – это патологическое выпячивание стенки сосудов. Оно может быть как врожденное, то есть извитости сосудов, да, то есть к определенному моменту, когда происходит повышенное, значит, давление, происходит разрыв стенки данного сосуда, да, и также происходит кровоизлияние в мозг, в оболочке мозга, и возникает геморрагический инсульт. Вот другой вид, значит, ишемического инсульта, по-другому инфаркт мозга, это гибель, значит, разрушение участка мозга развивается при внезапном или постепенном закрытии просвета сосуда, закупорка или снижение сосудов, питающий мозг, что приводит, значит, к прекращению подачи крови в мозг и, следовательно, кислорода и питательных веществ. Возникает паралич. Паралич – это когда возникает полное обездвиживание, значит, конечности. Парез может возникнуть. Парез – это вот с одной стороны половина, да, рука-нога, и с другой стороны. Все зависит от перекрестного поражения, значит, головного мозга. При этом возникает нарушение координации, ловкости. Вот здесь вот врач, значит, лечебной физкультуры, реабилитолог, значит, занимается, или инструктор-методист занимается с пациентом в зале лечебной физкультуры. То есть происходит разрабатывание, то есть активная вертикализация с помощью тренажеров. Вот последствия инсульта, вот здесь вот нарушение выпадения зрения, да, вот есть такой вот симптом. Здесь показано вот частями, вот в норме человек не видит, но вот какая-то часть, значит, у него выпадает. Вот на первой картинке вот солнечный зимний день, и вот здесь вот неполную картинку он видит. И здесь вот летний день, да, происходит половинчатое поражение. Далее, как нарушение речи, вот, нарушение понимания речи окружающих. Здесь, конечно же, произошло нарушение слухового восприятия, значит, поражение центра речи. Вот пациентов спрашиваешь, так называемые афатические расстройства, да, то есть оно бывает как частичное
моторная афазия, значит, полная моторная афазия и тотальная моторная афазия, это когда уже вообще ничего не понимает. Также астения – это повышенная умственная утомляемость, да, слабость, раздражительность, значит, неустойчивое настроение, значит, нарушение сна возникает у таких пациентов, плохо спит, там, при этом, значит, повышается артериальное давление, да, возникает полная апатия. Значит, к апатии может присоединиться и депрессивные расстройства, да, то есть как бы теряется интерес к жизни у пациентов. Если пациент не мотивирован и не хочет, значит, пассивен, то как бы болезнь побеждает. Если пациент мотивирован быстрейшему восстановлению, то есть функции головного мозга начинают работать, включаться, те, значит, параметры, та функция нервной системы начинает работать, разрабатывать, даже и идут импульсы к тем мышечным волокнам, значит, которые были парализованы. Здесь вот есть методы восстановления с первых дней, значит, это лечение положением, так называемое лечение контрактур, значит, лечебная гимнастика, она бывает как активная, так и пассивная, да, массаж и обучение самообслуживанию. Вот задачи такие, да, лечение положением, это, значит, у постели больного, значит, ставят вот укладки такие вот, значит, вот. Ну, я вот потом в следующих слайдах расскажу. Значит, это происходит такое активное расслабление мышц, да, чтобы не было контрактур. Вот лечебная гимнастика, она бывает как активная, значит, и пассивная. Активная гимнастика – это когда сам пациент работает, значит, над своими конечностями паретичными, да, а пассивными – это когда уже инструктор помогает, значит, помогает разработке. Значит, также есть и лечебная гимнастика, включает дыхательную гимнастику, значит, это лежачим больным, это профилактика застойных явлений, идиомоторная гимнастика. Когда, например, я говорю вот пациентам, даже если вы не можете двигать паретичной конечности, представляете, что вы поднимаете там какие-то предметы, значит, крутите краники, да, то есть включаете свет. Даже если рука не работает, те мышцы, которые импульсы заставляют двигаться, те мышцы, которые ответственны вот к данному действию, да, то есть идиомоторная гимнастика, так называемая, вот, происходит разработка. Вот здесь вот показано вот лечение положений, вот, о которых я говорил ранее. Это вот при нарастании тонуса мышц, где тонус повышен, должны быть растянуты. Вот здесь вот укладки, значит, пациент лежит, и здесь вот проводятся, значит, специальные укладки. Проводят в течение 1,5–2 часов ежедневно, да, то есть вот здесь вот показано. Значит, пассивные движения, вот пациент лежит здесь, значит, инструктор-методист помогает разрабатыванию, значит, или вот родственники, да, которые обученные, значит, движения проводятся в медленном или в полном объеме по 5–10 движений в каждом суставе несколько раз в день. Вот пациент парализованный лежит. Также вот имеется такая процедура, как массаж, да, массаж на руке, значит, верхней конечности плеча вниз, то есть и на ноге с бедра и вниз идет. Значит, массаж с повышением тонуса – это легкое поглаживание, да, если повышенный тонус у человека есть, нам ведь надо этот тонус убрать, расслабить. Значит, массаж антагонистов – это растирание, неглубокое поглаживание. У нас есть антагонисты же, одни сгибатели, другие разгибатели, да, вот мышечные. Вот здесь вот противоположности, значит, указываются, то, что неглубокое поглаживание проводят. И массируют также, в идеале в массаже, массируют также на дому и как паретичную конечность, и здоровую конечность, да, то есть чтобы уж симметрично была. Активная гимнастика проводится в первые дни. Это упражнения для здоровых руки и ноги, и дыхательные упражнения, надувание резиновых шариков, игрушек, да, то есть это развитие легкого, да, то есть грудных мышц. Конечно же, проводится под контролем артериального давления. Если у пациента артериальное давление выше 180, то есть на 100, да, уже лечебную гимнастику
на время стабилизации артериального давления пока отменяем. То есть принимает препараты гипотензивные, которые снижают артериальное давление. Когда давление нормализуется, можно приступать к лечебной гимнастике. Значит, вот активная гимнастика. Вот здесь вот пациент сам помогает, значит, удерживает паритичную руку. Ключевые компоненты – это регулярная лечебная гимнастика, специальные упражнения для речи, значит, препараты, подкрепленные нейрометаболические, да, и активная позиция членов семьи пациентов, чтобы пациент не был одиноким. Вот активная адаптация. Вот здесь вот хорошая картинка, значит, пациент рядом с семьей, да, то есть здесь он уже на природе, значит, побуждает задачи семьи, значит, побуждать добрый дух, такое вот восстановление задачи, движений, значит, чтобы, как говорится, был реалистический подход, чтобы он стремился жить, выполнять все это самостоятельно. Ну, я призываю, значит, пациентов здоровому образу жизни, значит, влияние, здоровый образ жизни включает, чтобы уменьшение употребления курения, да, чтобы не курили, значит, уменьшение употребления алкоголя, да, которое является большим процентом, значит, заболеваний данных вот сердечно-сосудистой патологии, заболеваний головного мозга, курение, да, вот это вот, никотин вот забивает сосуды, вот страдают, ноги страдают, да, то есть вот некоторые бывает ампутируют ноги, да, то есть тромбы с ног летят в голову, то есть вот ишемический инсульт, вот, то есть это происходит тромбирование, вот нижние конечности поражает, да, то есть нужно следить за сахаром, да, то есть если уж повышенные сахара, не надо запускать, да, то есть это надо вот принимать препараты, которые вот эндокринолог прописывает, да, то есть за сахарным, чтобы не было сахарного диабета, или, по крайней мере, принимать препараты, если данные есть.